Дым из двух районов. Смог пришел в Якутск из Намского и Мегино-Канкаласского районов. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Якутии провела проверку деятельности банка «Татта». Подготовка к чемпионату мира. Якутские паралимпийцы завоевали золото на чемпионате России по легкой атлетике. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в банке «Татта». Прокуратура Якутии провела проверку по обращению Банка России о сомнительных операциях по переводу денежных средств. Установлено, что банк «Татта» осуществлял схемные операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения норм деятельности. Это привлекло за собой приостановление выдачи денежных средств клиентам банка. А согласно данным прокурорской проверки, совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы московского филиала банка. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В Тамоте сгорел двухэтажный жилой дом. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля открытым огнем. Пожарные эвакуировали 40 человек. В результате пожара огнем поврежден жилой дом по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Для жильцов организован пункт временного размещения. Дым в Якутск пришел из Намского и Мегино-Канкаласского районов. С утра в столице республики жители могут наблюдать задымление и ощущать запах гари. В настоящее время из-за северо-западного ветра дым с действующих пожаров в Намском районе достиг города Якутска. Кроме того, как сообщают в управлении гражданской обороны, дым пришел из Мегино-Канкаласского района, где горит лес недалеко от села Суола. По информации МЧС, лес горит в непосредственной близости от населенного пункта. Приблизительная площадь пожара 95 гектаров. Это в 30-40 километрах от Якутска. Сегодня уже ветер начнет меняться на юго-восточного направления, там 3,7 метров в секунду. Завтра будет уже в Якутске дуть южный ветер, но надеемся, что уже сегодня к вечеру, завтра уже дыма станет, по крайней мере, меньше. Погода в Якутске в эти дни, возможно, преодолеет многолетний температурный максимум, сообщили синоптики. Сегодня днем воздух в столице прогреется до плюс 35, завтра до 34-36 градусов тепла. Это выше нормы на 6 градусов. Со среды жара начнет спадать до 25-28 градусов, а в выходные до 20-25. Ожидаются также грозы и дожди. Между тем, Министерство здравоохранения республики напоминает, что получить тепловой удар можно как на улице, так и на пляже, и даже в автомобиле. Чтобы избежать этого, достаточно носить одежду из натуральных тканей, пить не холодную воду, она намного лучше утолит жажду. Также необходимо исключить употребление алкоголя и чаще принимать душ. Сегодня состоится торжественное открытие международных интеллектуальных игр. Прямую трансляцию открытия можно будет посмотреть на каналах Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт». Для участия в играх прибыли учащиеся из Гонконга, Сингапура, Ирана, Бангладеш, Казахстана. Всего участвуют 20 стран. Также есть участники из регионов России: Татарстан, Алтайский край, Калужская область. В играх планируют принять участие около 900 школьников, в том числе 600 россиян. Айсен Николаев открыл всероссийскую студенческую стройку «Север» на Чиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Проект, который реализует по поручению президента страны, собрал больше 800 участников из 31 региона страны, от Севастополя до Камчатки. Якутию на стройке представляет студенческий отряд хранителей имени Тыгын-Дархана. Ребята уже имеют опыт работы на всероссийских стройках в Амурской и Челябинской областях, Якутске и Намском районе. «Север» является самой масштабной студенческой стройкой России за последнее время. Работы продлятся до конца августа. В течение 2 месяцев бойцы из 56 отрядов будут заняты на земляных, дорожно-строительных, малярно-штукатурных работах. В конце определят лучший стройотряд. Это, наверное, одна из самых больших строек, которая идет в нашей стране. И эта стройка крайне важна для страны. И я считаю, что вот молодое поколение, которое вкладывает свою энергию, свой талант в строительство объектов силы Сибири, конечно же, это и для них большая жизненная школа. А с другой стороны, это то, о чем, как всегда говорится, можно будет вспомнить потом, что именно твоими руками создавалось могущество нашей страны. Я рад, что здесь принимают участие ребята из 31 субъекта Российской Федерации. Это, наоборот, тоже, вот я считаю, вот когда ребята сюда со всей страны приезжают, смотрят, они понимают и масштаб нашей страны, масштаб вот этих огромных строек, которые сейчас ведутся.
Не первый раз представляем отряд на таких всероссийских проектах. Каждый раз волнуемся, пытаемся представить себя как можно лучше, показать планку другим отрядам и не отстать от остальных. Суровый климат, то что именно эта стройка такая, ее прозвали в российский студенческий отряд самая брутальная стройка, потому что здесь только мужчины. То есть есть некоторые стройки, где и женщины имеют смежный характер, а здесь только брутальные мужчины, тяжелый труд, ребята трудятся, проживают все вместе. Между тем, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийской студенческой стройки. Он отметил вклад движения в укрепление экономического потенциала государства и решение общенациональных задач. По мнению президента, важным является то, что эти традиции продолжаются и обогащаются новыми победами. Подтверждение к этому служит активное и деятельное участие молодежи в строительстве магистрального газопровода «Силы Сибири», отметил Путин. Российский лидер также выразил уверенность, что участники с пользой проведут трудовую смену, приобретут опыт, проверят на прочность свой характер, а также встретят новых друзей и единомышленников. А ранее Айсен Николаев посетил с рабочим визитом Ленский район. Он провел встречи с руководителями крупных промышленных предприятий и социальных учреждений. Подробности визита у наших корреспондентов. Рабочий визит руководителя региона начался с посещения клиники матери и ребенка. Следующим объектом по плану стал жилой дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Затем Айсен Николаев посетил Ленский речной порт. Директор речпорта Кирилл Бесценко рассказал руководителю Якутии о работе предприятия, объеме перевозимых грузов, а также провел небольшую ознакомительную экскурсию для делегации. Затем руководитель республики встретился с работником предприятия. В процессе живого общения были подняты вопросы ремонта дорог, некачественного топлива, завозимого в наследие района индивидуальными предпринимателями, а также строительства спортивного комплекса. Глава обещал до Турухты дорогу сделать, а движения нет. Откуда дорога? До поселка Турухта. Мы сейчас буквально сидели в своей команде, отрабатывали. У нас есть Сосновый мост, который ты знаешь, через Нью. Мы сейчас вот недавно делали трассировку дороги до Турухты, там 14 километров. И планировали скатировать сейчас буквально где-то в середине июля планируем. Я попрошу своих ребят, они отработают, хотя бы в этом году времени поезд нормально сделать для того. Следующий объект, который посетил руководитель республики – производственный комплекс «Юпитер». Предприятие занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов. Айсен Николаев ознакомился с работой лесопромышленного комплекса и поинтересовался у руководителя предприятия планами на перспективу. Планы по расширению производства есть? Планы по расширению производства есть, да. Есть вопросы по финансированию, по техпереложению. Сейчас вот первый этап это углопильный станок, второй этап это козловой кран, третий фронтальный погрузчик. Ну и хотим приобрести хорошую сортировочную линию. Руководитель республики добавил, что лесопромышленный комплекс в районе необходимо развивать. После посещения объектов Айсен Николаев провел совещание по социально-экономическому развитию района. Есть у нас планы по развитию также местного производства здесь на территории. Всем этим будем в ближайшие годы очень серьезно заниматься. Так, вопросов здесь много, самых разных. Но при этом, конечно же, мы всегда должны помнить о том, что все это мы делаем для того, чтобы люди на территориях жили лучше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутские спортсмены стали триумфаторами чемпионата России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Челябинске. Золото в копилку республики принесли Александр Парников в дисциплине бег на 5000 метров и Гаврил Мигалкин метание диска. Спортсмены занимаются под руководством тренера Василия Аленова. Победа на чемпионате дала возможность войти в состав сборной России и выступить на чемпионате мира. Однако пока из-за сложностей с признанием статуса Паралимпийского комитета России этот вопрос еще не решен. Несмотря на сложности, спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к мировым площадкам. Все равно волновался. Вот, и я вот первый день трудно было. Адаптация там. А второй день тоже, а потом третий день еще адаптировался. На 5000 километров побежал. Первое место занял. Я с собой... Я такого еще не ожидал, но уверен был.
Прыгнуть с парашютом в первый раз – событие само по себе не из рядовых. А если тебе сделали предложение руки и сердца во время прыжка, шквал эмоций обеспечен. В День любви, семьи и верности в авиационном клубе «Покровитель» случилось знаменательное событие. Игорь и Настя встречаются уже более 3 лет, и сделать предложение молодой человек решил именно во время прыжка. Друзья пары держали внизу баннер с предложением, пока Настя приземлялась. Прыжок Настя выполнила отлично, приземлилась как надо. Сверху я увидела надпись: «Любимая, выходи за меня». Боже мой, это еще вдвойне волнительнее, чем случилось. Просто бы прыжок случился. Я уже летела, хотела 3 раза заплакать, 3 раза ура крикнуть, отпустить стропы. Я не знаю, просто это эйфория, вот прям вот так и... Нет, если честно, я даже не ожидала этого. Ты уже ответила, наверное, воздух. Да, в воздухе ответила. Да. Да. Корни народного праздника Иван Купала восходят к языческим временам, но отмечают его и по сей день. О традициях, обрядах и приметах народного торжества и о том, как его отметили в Нерюнгринском районе, расскажут наши корреспонденты. Народный праздник Иван Купала из года в год отмечают 7 июля. Этот день окутан различными традициями, обрядами и поверьями. Со временем народный праздник изменялся, но до сих пор сохранил некоторые древние славянские традиции и обряды. Все они связаны с водой, огнем и травами. И праздник Ивана Купала по народным приметам – это вообще волшебный праздник, потому что считается, что именно в эту ночь зацветает папоротник. И каждая девушка может предсказать свое будущее. Выйдет она замуж в этом году или нет, будет счастлива ее судьба или нет. Одним из основных событий стало плетение венков. Купальский венок – обязательный атрибут игрищ праздника, после которых молодые девушки пускают их на воду и гадают на суженого. Славяне считали, что вода на праздник Ивана Купала входит в священный союз с огнем. Символом этого стали купальские костры, которые по сохранившейся традиции разожгли и на берегу реки Чульман. Я с Украины и хочу вспомнить, посмотреть, как празднуется этот великий такой праздник, интересный, красивый, приятный, летний. Много таинственных славянских обрядов и народных забав подготовили организаторы, представители украинской диаспоры Нерюнгринского района. На праздник приезжали целыми семьями, и развлечения пришлись по вкусу всем. Екатерина Павлова, Иван Николаев, Нерюнгри. У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и до встречи.